Да, то, что Рахмон уже, видимо, в Таджикистане никого не осталось из оппозиционеров, кого можно считать оппозиционером, и исламских партий, и светских, он начинает уже арестовывать своих сторонников, бывшего министра иностранных дел, бывшего главу парламента, даже депутатов, которые его поддерживали. Это говорит о том, что репрессивная машина, которая требует всегда горючего, а для репрессивных машин горючее это человеческая жизнь. Это надо всегда кого-то посадить и на фоне этого показать свою силу, свою способность на репрессии. И Рахмон сейчас боится этого, поэтому он думает, что любой, кто не из семьи, он потенциальный оппозиционер, он претендует на власть. Поэтому с учетом того, что ситуация в России ухудшается, все меньше и меньше деньги наши мигранты отправляют домой, а те деньги, которые они отправляют, обратите внимание, в 2 раза больше, чем госбюджет Таджикистана. Официально это через банковские системы раньше, вот в прошлом году, около 5 миллиардов долларов таджикские мигранты отправили домой, а наш госбюджет за последний год был всегда всего 2,5 миллиарда долларов. То есть экономика Таджикистана, она держится на мигрантские деньги. И с учетом того, что ситуация в России ухудшается, мигранты вынуждены вернуться домой, они теряют работу, им запрещено сейчас заниматься, скажем, общественным транспортом, они не могут во многих российских регионах не могут уже работать таксистами. И поэтому это сильно будет влиять на внутреннюю ситуацию в Таджикистане. И Рахмон сейчас, с учетом всего этого, он откладывает операцию наследника. Он никак не решится, как Бердимухамедов, передать власть сыну, потому что он понимает, что сын, возможно, не справится с этим букетом проблем, которые он отдает в наследстве сыну. Ведь он отдает в наследство сыну не только кресла президентские, но и те проблемы, которые он сам создал. Поэтому он никак не решится. Мне жалко его. Он вынужден, он просто обречен остаться президентом Таджикистана до конца жизни. Может быть, для кого-то это выглядит как бы привилегия, а я считаю, что это просто наказание Рахмона. Он готовит сына, сын ждет, он тоже стареет, растут внуки. Исмаил, его внук, уже претендует, потом есть слухи, что он дал просто времени дяде, что вот тебе время еще пару лет, если не сможешь стать президентом, то будет про президентское кресло, я сам буду президентом. То есть семья большая, дочки, внуки уже растут, и Таджикистан маленькое государство, на всех миллиардеров семьи ресурсов не хватает, и они начнут перегрести друг друга, как они делают сейчас со своими соратниками, когда закончились оппозиционеры, блогеры, журналисты, они взялись за своих сторонников и сажают их подряд. Вот то же самое будет происходить, наверное, внутри самой семьи. Понимая все это, Рахмон, несмотря на то, что у него проблемы со здоровьем, он выглядит неважно, просто можно вот так простым глазом посмотреть на его внешний вид, но он обречен остаться до конца. Я думаю, что ближайшие пару месяцев уже будет видно, вот, с учетом того, как будут складываться ситуация в России. И Рахмон, кстати, он ищет альтернативу для таджикских мигрантов. Были переговоры с Южной Кореей, с государствами Персидского залива. Есть организации, фирмы, которые отправляют наших мигрантов в Великобританию, например, на сезонные работы, в балканских государствах. Я не знаю, где они будут там работать, но, по крайней мере,
мере такие объявления уже есть. Но все эти государства, они могут обеспечить работу какие-то максимум 5% от той массы мигрантов, которые находятся в России. То есть Россия, если обеспечивает работой сейчас более 1 миллиона таджикских граждан, и Казахстан на втором месте, и я думаю, что все эти государства, которых я назвал, они не могут принимать у себя даже и 5% от общего количества мигрантов. Более того, что вслед за Турцией, который ввел визу для таджикских граждан, недавно, на прошлой неделе, Арабские Эмираты тоже объявили, что уже не пустят. Всегда была там виза в Арабских Эмиратах для таджикских граждан. Но даже таджикским мужчинам без семьи уже не выдают визу. То есть государства Персидского залива уже уже закрываются для таджикских граждан. И Турция. Хорошо, что сейчас Иран подписал с Таджикистаном соглашение о безвизовом режиме, но с одной оговоркой. Без визы можно поехать в Иран только теми авиарейсами, которые вылетают из Душанбе. А таджикские граждане, которые живут, работают в Москве, в Турции, при желании, они не могут без визы поехать в Иран, они должны возвращаться домой, в Душанбе, только оттуда вылетят в Тегеран. Тем более, что сейчас иранцы вроде бы разрешают таджикистанцам посещать без визу Иран из Душанбе, но при этом вчера новое иранское правительство приняло решение о выдворении мигрантов, часть мигрантов, которые находятся якобы нелегально на территории Ирана, но в основном это касается афганских беженцев, там их около 4 миллионов. Но там в законах-то не пишут, что это касается только афганских беженцев. Когда решения принимаются, они принимаются для всех. И я думаю, что несмотря на то, что подписано соглашение, иранская экономика, она просто не позволит себе принимать таджикских мигрантов, тем более трудовых мигрантов. Поэтому, да, общая ситуация не в пользу Рахмона, не в пользу Таджикистана, таджикских мигрантов. И все это понимают. И сейчас Рахмон, кстати, тоже, как Лукашенко, усиленно готовит поездку в США. Вчера мы получили информацию, что он хочет посещать США. Видимо, за спиной Путина он тоже, наверное, с подачей или с советом Лукашенко хочет договориться с Западом, чтобы в случае чего имел какую-то гарантию. Думаю, что Запад готов всегда поддержать Рахмона, потому что у Запада вообще к диктаторам Центральной Азии требования довольно минимальные. Главное, чтобы они говорят, что да, вы можете сотрудничать с Россией, мы вас понимаем, но ни в коем случае не поддержать в обход санкций, хотя бы в открытую. То есть это очень минимальное требование к нашим диктаторам, а для них это выполнять требования Запада особого труда не стоит, поэтому я думаю, что Запад пойдет на послабление.